Пункт пропуска Верхний Ларс не откроют в течение ближайших недель, об этом сообщил начальник погранзаставы. Движение по военно-грузинской дороге закрыто в обе стороны с субботы. Машины не могут проехать из Грузии в Россию и обратно. Решение закрыть границу было принято 17 мая после схода селя на территории Грузии. Автовладельцев просят воздержаться от поездок в этом направлении. На данный момент перед пунктом пропуска, как вы могли сами убедиться, ни одного транспортного средства нет. Даже если в случае будет ухудшение ситуации и пойдет селевый поток в нашу сторону, то никакие транспортные средства и люди не пострадают. Точных, конкретных ответов о количестве времени, необходимом для урегулирования этой ситуации, не дает. Есть только предварительные оценки. Предварительные оценки в самом лучшем позитивном варианте – это не менее 2-3 недель. Если все будет хорошо и никаких ухудшений не будет. Если будет, конечно, что-то в другом варианте похуже, то, я думаю, будет намного больше времени. Об организации капитального ремонта многоквартирных домов говорили на совещании в администрации Владикавказа. Новая реформа позволит жильцам самим решать, как будет формироваться фонд капремонта. В регионах будут созданы организации, которые и будут собирать средства на ремонт жилых домов. Подобные фонды гарантируют прозрачную работу и целевое использование финансовых средств. Их бюджет будет формироваться из госденег и взносов самих жильцов. Мы сегодня будем рассматривать основные вопросы начала работы регионального оператора, то есть акцент будет сделан, как я уже подчеркивал, в районах, и сегодня подчеркну, это на работе, во-первых, с инвентаризационными карточками по всем домам, чтобы внести соответствующие изменения в программу, и во-вторых, это информационная работа, то есть нужно довести до населения сущность новой реформы и тем самым дать населению право выбора или регионального оператора, или специального счета. То есть мы чувствуем активную поддержку как руководства района, АМС, так и других структур, которые имеют отношение к ЖКХ. Реально формирование счета, ресурса на счете регионального оператора является ключевым и наиболее эффективным методом финансирования капитального ремонта по программе капитального ремонта по всей республике В рамках фестиваля «Шаг навстречу» проходит выставка-продажа работ детей с ограниченными возможностями «Мастер на все руки». В Северной Осетии фестиваль проходит 3-й раз. В этом году показать свое мастерство смогли творческие коллективы из Моздока, Эльхотова и Владикавказа. Всего 200 человек. Дети с ограниченными возможностями доказывают, что их возможности безграничны. У детей прекрасная возможность социализироваться, раскрывать свои таланты, способности. Принимают участие ежегодно 3-й раз подряд школа-интернат города Владикавказ, это специальные коррекционные школы города Моздока, интернат глухих и слабослышащих детей, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции и общеобразовательные школы, участвующие в реализации мероприятий «Доступная среда». На базе IT-парка Алания организована работа образовательной площадки совместно с Центром информационных технологий. Обучение будет проводиться по программе Академии ЦИСКО, которая включает в себя специализированный курс IT Essentials. Лекционные практические занятия в сетевой академии будут проводиться под руководством опытных инструкторов. На открытии учебного центра присутствовали заместитель председателя правительства Леонид Кисель-Бреннер, председатель Комитета информационных технологий и массовых коммуникаций Сослан Зансолов и директор Центра информационных технологий Дмитрий Рейсих. В конце мероприятия Леонид Кисель-Бреннер поблагодарил представителей Академии ЦИСКО за активную деятельность в Северной Осетии. В Академии ЦИСКО на базе IT-парка будут готовить специалистов по программе IT Essential, это основы IT. В настоящее время достаточно серьезный дефицит квалифицированных кадров в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, и программа Академии ЦИСКО призвана бороться с этим дефицитом и готовить для республики IT-специалистов. В детском саду номер 40 прошло мероприятие, направленное на развитие межнациональных отношений, толерантность глазами детей. Родители и воспитатели получили возможность стать участниками выступления, показав, как выглядит культура армянского, астинского, греческого и других народов. А сами воспитанники детского сада представили танцы народов мира, продемонстрировав тем самым дружбу разных национальностей. По словам организаторов, мероприятие проводится для воспитания у детей уважения к народам, населяющим Россию. Мы считаем, что дети с раннего возраста, с дошкольного возраста должны понимать, что такое слово толерантность, что такое дружба, что такое любить, как относиться друг к другу, как говорить, какие слова нужно говорить в общении друг с другом. То есть нести с раннего возраста тот позитив, которому мы их обучаем.